Еще раз зовут Раскильдина Динара. Я куратор Музея современного искусства «Заман». Рад приветствовать вас на онлайн-лекциях курса лекций «7 бесед о книгах и людях. Литературное наследие Башкортостана в культурном контексте Евразии». С этой темой нас знакомит Искандер Саидбаталов, кандидат филологических наук, директор Центра иронистики Уфимского университета наук и технологий. Предлагаю начать, Искандер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень благодарен всем, кто, несмотря на, несмотря на понедельник, который день тяжелый, несмотря на то, что наступило лето, смогли сегодня посетить нашу лекцию и подключились. Сегодня мы будем говорить, сейчас я буквально через пару мгновений запущу показ презентации. Сегодня мы с вами будем говорить о Коране и о том, какую роль собственно, в развитии литературы Башкирии в XIX веке литература Башкирии в XIX веке сыграла, собственно, как раз понимание и толкование Корана. Так, надеюсь, презентацию видно Да, все и хорошо. листается. Мгм. Тема нашей сегодняшней, уже четвертой беседы, Коран как наставление и как артефакт. Мы будем говорить о том, как интерпретировали священные тексты, священный текст мусульманской религии разные башкирские интеллектуалы в течение XIX века. Собственно, разговор следует сегодня начать даже не собственно, литературы как таковой, с культуры и богословия. Дело в том, что культура мусульманских народов и в целом мусульманская культура, если признавать, что таковая существует как нечто единое, ам, основа характеризуется как кораноцентричная, то есть имеет своим центром, имеет исходной точкой многих своих направлений, движений, активностей, интересов, точек приложения и так далее, священную книгу мусульман Коран. Коран от арабского Кур'ан, слово с неясной на самом деле этимологией, но традиционно этимологизируется к слову глаголу читать. Кира это священное писание мусульман. Коран как литературный памятник, как единый текст сформировался в VII веке, то есть в ходе пророческой миссии Мухаммада, которая происходила между 610 и 632 годами нашей эры, и в ходе редакторской работы его сподвижников в первые десятилетия после смерти пророка. Здесь при обсуждении истории Корана мусульманская традиция, религиозно-богословская традиция и востоковедение академическое несколько расходятся в своих трактовках, вернее, расходились традиционно на старте исследований. Дело в том, что достаточно долго, вплоть до последних десятилетий XX века, не было известно рукописей или рукописных фрагментов с кораническим текстом, которые были бы моложе середины VIII века. И, соответственно, на этом основании делал вывод о более позднем, чем утверждает мусульманская традиция, происхождении Корана как письменного текста. Однако археографические находки и археологические находки последних десятилетий, обнаружение генис, то есть закрытых хранилищ, куда убирались уже непригодные рукописи для того, чтобы естественным путем истлели, показал, что
Несколько таких генис открыто было в Йемене, в Дамаске, в Каире, в некоторых других городах, показало, что коранический текст существовал уже в письменном виде, существовал уже в VII веке, то есть в целом мусульманская традиция и мусульманское традиционное представление о кодификации Корана в первые десятилетия после смерти пророка Мухаммада оказались, если не полностью подтвержденными, то гораздо более близкими к истине, чем считалось изначально еще в середине 20 века. Вот на картинке как раз один из таких страниц из одного из таких свитков, выполненных почерком Хиджази, и представлено. Мусульманское богословие считает в своем, скажем так, наиболее распространенном виде, в своих наиболее распространенных изводах, то есть как суннитское мусульманское богословие, так и шиитское, считают Коран прямой речью Бога. И, соответственно, так как это прямая речь Бога, связанная с его атрибутом говорящий, то, как и сам Бог, Коран является предвечным, несотворенным, неизменяемым и неподражаемым. И в силу вот этого догматического представления о неизменяемости, неподражаемости и абсолютном неподобии Корана никаким человеческим текстам, соответственно, вот эта теологическая позиция и породила всем, я думаю, кто сталкивался с мусульманской культурой сегодня, известный тезис о том, что Коран не поддается переводу, что он не может быть переведен, он может быть только истолкован, то есть подвергнут интерпретации на основании тех или иных богословских, теологических, мировоззренческих и других позиций. Соответственно, уже в ходе собирания коранического свода и в ходе усовершенствования способов его записи так, чтобы записанное и читаемое точно соответствовали друг другу, и читаемое могло быть понято и прочитано только одним способом, постепенно сформировался комплекс сначала филологических дисциплин, которые сейчас принято называть традиционной арабской филологии или просто арабской филологии, и связанных с ними богословских дисциплин, которые и объясняют и комментируют устройство коранического текста. То есть изучение Корана самими мусульманами началось прежде всего с филологических студий, с филологических исканий на предмет того, что означают те или иные слова, а, как они грамматически и с точки зрения смысла правильно сочетаются друг с другом, каково значение этих грамматических конструкций и как это все влияет на понимание священного текста. Позднее к этому присоединились также историографические, то есть искания и объяснения, связанные с тем, в какой момент пророческой миссии, в связи с какими событиями из жизни ранней мусульманской общины и в ответ на какие запросы мусульманской общины была ниспослана та или иная сура, в какой момент времени произошло откровение того или иного коранического фрагмента. И второй стороной историографических исканий было то, что, собственно, для того, чтобы толковать священный текст, для того, чтобы его разъяснять, недостаточны филологические компетенции, языковые компетенции, чутье и так далее, совершенно признавались недостаточными, то есть достаточно рано сложился общемусульманский консенсус о том, что священное писание комментируется с опорой на само же священное писание или на предание, то есть на сунну пророка Мухаммада, на его изречения, переданные заслуживающими доверия сподвижниками, потом последователей сподвижников и так далее до момента фиксации. Соответственно, историографическое толкование Корана, историографический подход, историографический аспект
коранических наук достаточно рано приобрел и второе измерение – это собирание и изучение изречений тех, кто был сподвижниками пророка Мухаммада и кто от него получал некие истолкования, некие указания на то, как понимать ту или иную суру, тот или иной аят, ту или иную конструкцию или то или иное слово. И, собственно, все это, филология и историография, вместе работают и объединяются, синтезируются посредством теологического подхода, то есть посредством того, что любое кораническое толкование, оно вписывается в определенную богословскую концепцию, в определенный богословский взгляд. Это определенный тип вероучения, по-арабски акида, соответственно, строящийся на определенном способе понимания священного текста и того, что там сказано. Это принадлежность к богословско-правовой школе, масхабу, это принадлежность к определенной школе мысли внутри акиды и масхаба. Это иногда и определенные, совершенно стоящие перед конкретным автором цели кого-то наставить, кому-то научить, какой-то части мусульманской общине помочь в ориентации в Священном Писании. Центральной из так называемых коранических наук наукой является тафсир. Тафсир – это теологическая дисциплина, которая строится вокруг толкования Корана и которая строится на том, которая направлена на то, чтобы правильным, корректным образом понять Божье откровение и в соответствии с этим откровением начать жить и действовать. Собственно, само слово восходит к арабскому корню из трех харфов, трех знаков фа, син и ра, и с общей такой наиболее ранней семантикой приподнимать завесу, откидывать полог. То есть тафсир – это приподнятие завесы тайны, приподнятие завесы незнания над священным текстом. Собственно, первые элементы тафсира, то есть первые пояснения коранических фрагментов, содержатся в изречениях, хадисах пророка Мухаммада. Развитие самого тафсира как религиозной науки начинается достаточно рано, уже на рубеже 7-8 века. О подобных исследованиях, о подобных действиях уже активно, и оно было ответом на растущие запросы и на увеличивающееся число вопросов от мусульманской общины о том, как в тех или иных условиях жизненных, политических, социальных, культурных, климатических понимать священный текст и как в соответствии с этим священным текстом действовать. При этом каждый конкретный акт толкования, каждое конкретное произведение, написанное в жанре тафсир, будет очень плотно связано с общественными и богословскими позициями конкретных мыслителей и конкретных деятелей. То есть в том случае, если мыслитель, если толкователь является представителем суннитской ветви ислама, то, соответственно, здесь мы будем видеть как раз-таки достаточно высокую роль мусульманской общины в целом. Здесь мы будем видеть уважение и указание на то, что некоторые коранические аяты относятся к праведным халифам, наиболее близким сподвижникам пророка Мухаммада, которые стали его преемниками в позиции лидеров мусульманской общины. Если толкователь Корана будет представителем шиитской ветви ислама, то соответственно
в этом тафсире ожидаемо будет игнорироваться роль и место сподвижников пророка Мухаммада, которые не поддержали его двоюродного брата Али ибн Абу Талиба в его стремлении стать предводителем правоверных, стать преемником пророка Мухаммада. И, соответственно, в таком толковании мы будем видеть достаточно большое внимание, которое уделяется аятам, сурам, указывающим на особую роль в мусульманской общине Али ибн Абу Талиба и его потомков. В целом, по мере своего развития, тафсир как религиозный дискурс, как религиозная дисциплина достаточно сильно разросся и приобрел достаточно сложную классификацию. То есть толкования, которые основываются на мусульманской традиции, которые строятся на языке и которые стараются избежать вольной интерпретации, основанной на интуиции, принято именовать тафсирами. Тафсирам Тафсиру противостоит в определенной мере тауиль, то есть как раз-таки, не скажу, что вольная, но интерпретация коранического текста на основе каких-то других позиций, не являющихся преданием, не являющихся аятами Корана и так далее. Ну, собственно, зачастую тауиль – это процесс извлечения из Корана скрытых по-арабски батин смыслов путем истолкования коранического текста как некоего такого набора символов. Тафсиры с точки зрения того, на что опирается автор в своей работе, среди тафсиров выделяются тафсир Бир-Ривая, тафсир, основанный на предании, тафсир Биль-Ишара, тафсир, основанный на указании, то есть на символе, и отдельным, скажем так, блоком являются появившиеся достаточно поздно толкования, которые истолковывают коранический текст в хронологическом порядке его сюжетов, то есть начиная с праотца Адама и заканчивая пророком Мухаммадом. Такие толкования принято называть кассасуль анбия, истории пророков. Они сформировались достаточно поздно. Достаточно рано, уже в IX веке, начинают складываться традиции толкования Корана на разных языках. Но, как мы помним, большая часть богословов единодушна в том, что Коран переводу не поддается и не подлежит. Соответственно, любое действие, связанное с Кораном, с его истолкованием на других языках, даже если чисто технически это был именно что перевод, принято было называть тафсиром, хотя есть исключения. В IX веке начали появляться сначала междустрочные толкования Корана, затем постепенно уже веку к XII-XIII появляются целые работы, которые написаны на персидском языке, но посвящены истолкованию Корана. Где-то между XI и XIV веками появляются тюркоязычные толкования Корана, тоже сперва между строк, точно по образцу персидских, а затем в виде связанного текста. К XV веку формируется круг крупных экзегетических сочинений, круг крупных толковательских сочинений на персидском и на тюркском языках. И, собственно, как раз на базе этих сочинений, с опорой на вот эту традицию, на рубеже XVIII-XIX веков происходит становление толковательской традиции, интерпретаторской традиции на территории Урала-Поволжья. Связано оно прежде всего с двумя именами, непосредственно связанными с Башкирией, людьми, которые имели башкирское происхождение и жили на территории Башкирии. Это Бахадир Шах аль-Гайнави и Тадж-ад-Дин ибн Ялчегул аль-Иштаки, которого часто достаточно называют просто Тадж-ад-Дином ибн Ялчегулом или используют Низбу аль-Башкурди.
А, Более ранний и первый в нашей сегодняшней паре Бахадир-шах ибн Суяргул аль-Гайнави аль-Каджмакти. Как явствует из его нисб, то есть из указаний на его происхождение, он происходил из клана Гайна и проживал в деревне Каджмакте, которая сегодня к сегодняшнему дню превратилась в районный центр Барда на территории Пермского края. Судя по начальному протоколу его толкования, он закончил свою работу над толкованием Корана в 1805 году по христианскому летоисчислению. Ревизские сказки, то есть материалы переписи населения за 1811 год не сохранились, но за 1816 год показывают, что в селе Барда жили его сыновья, сыновья Бахадир-шаха, но упоминаний о нем и самом в виде даже ссылок и указания даты смерти нет. Это означает, что он умер между 1805 годом, когда был закончен Тавсир, и 1811 годом, когда состоялась шестая ревизия. Известно с биографического свода Резаидина бен Фахриддина Асар известно, что он обучался в селе Куру-Алачук, ныне Куралачук, нынешнего Тюртюлинского района Башкортостана. Известно это потому, что в руки к Резаидину бен Фахриддину попала переписанная около 1776 года в этом селе книга, переписанная рукой как раз Бахадир-шаха ибн Суяргула. Он владел не только арабским, понятное дело, раз человек толковал Коран, значит, арабским он был обязан владеть, но и персидским языком. Это видно из толкования Корана, и это видно из того, что местами там в текст вторгается персидская лексика, некоторое количество персидских стихов и так далее. Кроме того, известно, что наставником медресе в селе Куру-Алачук, у которого он обучался, был некто по имени Сайф аль-Мулюк ибн Салим. Сохранилось еще в разных библиотеках сохранилось еще две книги, происходящих из его медресе. Одна из них это как раз экземпляр Тавсира аль-Байдауи, выдающегося толкователя XIII века, переписанный на арабском языке, при этом с персидским коллофоном, то есть с персидским завершающим протоколом, указывающим на время и место переписки. Соответственно, здесь мы можем вполне основательно предположить, что короноведческие компетенции Бахадир-шаха Гайнави были им приобретены в ходе учебы в медресе у Сайф аль-Мулюка ибн Салима. О Таджаддине ибн Елчугуле известно значительно больше. Мы уже встречались с ним в ходе наших предыдущих лекций, особенно при разговоре об историографии. Известно его полное имя Таджаддин ибн Елчугул или ибн Яхшикули ибн Маматкул аль-Иштаки. Он происходил из клана Айле, о чем свидетельствует составленная им историографическая работа Тарихнама и Булгар, имеющая форму айлинской родословной. Жил в 1756-1837 годах. В ранние годы много путешествовал. То есть отец взял его в паломничество в Хадж, в Мекку и в Медину, и они отправились туда через Дагестан и Кубань. Некоторое время Таджаддин обучался в Дагестане, в городе Аксай. Затем отец оставил его в Османской империи, в городе Диярбакыр. Сейчас это центр одноименного ила в Турции, находится на реке Тигр. Оставил отец его там, уехал то ли на 4 года, то ли на 14. Сын отца не дождался и отправился в Стамбул, где нашел своего отца. Еще некоторое время они там оставались, и Таджаддин обучался. Затем они снова через Кубань и Астрахань, в которой тоже на пару лет остановились, вернулись в Урал-Поволжье. При
возвращении отец Тадж-ад-Дина умер на территории современного Татарстана и попросил сына никуда далеко не уезжать. И Тадж-ад-Дин поселился в Мензелинском уезде, где и прожил большую часть своей жизни, составляя довольно многочисленные поэтические и прозаические произведения на разных языках. Ну, собственно, сами себя эти толкователи представляли достаточно по-разному. И здесь мы видим, насколько это по-разному. То есть информация о самом Бахадир-шахе заключена сразу внутри толкования, то есть в самом-самом начале, в толковании к формуле Басмала, к словам «во имя Аллаха». И вот там, собственно, он и говорит, что «Бисмилля» или «Начинаю с именем Аллаха Всевышнего, я скромный бедняк, ничтожный человек, Бахадир-шах, сын Суяргула из земли Гайна, из деревни Кыжмакты в 1805 году христианского летоисчисления». Причем надо сказать, что оба толкователя не взялись за толкование всего Корана. Это достаточно сложный объемный труд, и ограничились толкованием 1/7 его части. 1/7 часть Корана, по-персидски такой свод называется хафтаяк, 1/7, это наиболее употребимые в каждодневной религиозной практике фрагменты Корана. Это сура открывающая, первая сура, которая произносится во время каждой ритуальной молитвы мусульманами. Это начало второй суры и 36-я сура, сура Ясин, и дальше все суры, начиная с суры Фатх до самого конца. Вот, в общем-то, они образуют 1/7 часть Корана, и ту часть Корана, которая постоянно рецитируется мусульманами в ходе обязательных и добровольных молитв, которые рецитируются в ходе собраний чтения Корана, и которые по неписанным стандартам XIX века должны были быть выучены наизусть теми, кто претендует на статус имама, на статус религиозного деятеля. Вот. И, соответственно, Бахадир-шах сообщает, что составил толкование прекрасного смысла благородной 1/7 части Корана на тюркском языке. То есть языковое сознание Бахадир-шаха было таким, что тот язык, на котором он писал, тот язык, на котором изъяснялось его как имама паства и его аудитория, он описывал просто термином «тюркский». При этом он демонстрирует, что у него имелась башкирская клановая идентичность, он считал себя представителем клана Гайна, и соответственно, он указывает место своего проживания. Таджи-ад-Дин ибн Елчугул пишет о себе также во вводной части Корана к своему толкованию, но его введение на арабском языке вынесено в абсолютное начало, до начала толкования, где после словословий Богу и пророку Мухаммаду он сообщает, что он демонстрирует свою идентичность, он показывает, что он сын имама, и имя своего отца он в данном случае, в этом толковании, он пишет как Яршикули. Он указывает свою этническую принадлежность к башкирам. Иштяк – это наименование башкир, экзоэтноним, которое к ним применяли южные соседи, казахи, каракалпаки, нагаи, и которое также встречается в османской географической литературе. Путешественник 17 века Эвлия Челеби земли башкир называл Хиждакистаном. Вот. И здесь мы видим, здесь в этом арабском тексте мы видим, что Тадж-ад-Дин совершенно не стесняется и, собственно, сообщает, что благодаря Божьей милости он в силу особенностей своего образа жизни, особенностей
и тому, что ему оказана такая милость, он вот смог заняться толкованием 1/7 части Корана. Достаточно по-разному Аль-Гайнави и Тадж-ад-Дин ибн Елчигул представляют своих читателей. То есть Аль-Гайнави говорит о своих адресатах один раз, в той же вводной части он пишет, что составил свое толкование на тюркском языке, просмотрев толкование на арабском и персидском языках, то есть он указывает, на каких языках источниками пользовался, для пользы тюркских друзей. Он пишет это тюркских друзей, он называет тюрки яранлары, которые не понимают его смыслов. То есть вот, в общем-то, здесь мы видим такое достаточно прагматичное, достаточно четкое указание на то, что Гайнави, по всей видимости, составлял свое толкование непосредственно по запросам своей паствы для того, чтобы люди понимали, какие тексты рецитируют, какие тексты произносят в ходе своей религиозной практики. А, Тадж-ад-Дин, который был, как мы помним, одним из авторов булгарской историографии, и который рассматривал, собственно, булгар как религиозно-географическое понятие, охватывающее российских мусульман. Вот он, собственно, представляет, что его аудитория – это булгары, которые охвачены страстью, плачут, блуждают и страдают, не понимая, что же, собственно, сказано в Коране. И дальше, несколько дальше, он дважды в тексте делает еще оговорку, что этот текст представляет собой перевод. Он использует термин тарджима, который так переводится как перевод, и что он адресован для булгарских стариков и старушек, мальчиков и девочек. Карт ве каршикларга, сабый ве сабиялярга. То есть он специально делает упор на то, что Тадж-ад-Дин, на то, что его толкование такое максимально простое, доступное и, собственно, понятное всем. Если мы обратимся к структуре толкования у Гайнави, то что мы увидим? Весь текст построен, текст имеет очень маленькое введение, которое состоит из арабского стихотворения в форме маснави, по всей видимости, принадлежащего перу самого Аль-Гайнави. Оно включает очень краткое введение с описанием цели авторского изложения и того, собственно, для кого это адресовано. Дальше следует небольшое персидское стихотворение, дальше молитва на арабском языке за автора и читающих, и дальше идет, собственно, толкование к тем сурам, которые составляют 1/7 часть Корана. Все толкования однотипны, то есть все начинается с названия суры на арабском языке и указания ее объема и места ниспослания. Для коранической экзегетики и для периодизации коранического откровения выделяются два этапа пророческой миссии Мухаммада: мекканский ранний и мединский поздний. Соответственно, указывается, где была ниспослана та или иная сура, сколько в ней аятов. Дальше эта информация дублируется на тюркском языке. Далее следует описание места суры в религиозной практике и обещанных за нее вознаграждений, со ссылками на источники, откуда Бахадир-шах это взял, и со ссылками такие они достаточно многочисленные и достаточно широкие. То есть это выглядит так, что причем по толкованию Гайнави мы видим, какова была иерархия его источников. То есть сначала идет ссылка на одно толкование, более с его точки зрения
важное и аутентичное затем на другое, затем, если дело до этого доходит, на третье. Все эти описания построены стандартным образом, то есть говорится, что там-то и там-то сказано, что пророк Мухаммад сказал, что если человек прочитает эту суру, или прочитает ее сколько-то раз, или прочитает ее в определенных обстоятельствах, или прочитает ее с таким-то намерением и просьбой, то Бог, соответственно, сделает человеку то-то, то-то и то-то. Наградит его потусторонними наградами, поддержит его в его обычной жизни религиозной практике, дарует ему безопасность от врагов, дарует ему спокойный сон и так далее. Очень-очень много очень-очень много разных вариантов получения вознаграждения за разное количество чтения разных сур. Дальше идет непосредственно толкование. Единицей толкования у Гайнави, как и у Таджаддина, является не сура целиком, это довольно большой текст, не аят целиком, это тоже довольно крупные отрезки текстов, а синтагма, то есть наименьший значимый элемент языка. Иногда это предложение, иногда это слово, иногда это грамматически связанные слова, иногда это даже одно слово, которое тоже указывает, ну, как правило, это указательные местоимения, которое разъясняется тем, на кого это местоимение указывает. Такие важные для коранической экзегетики и для понимания текста смыслы и сведения, как обстоятельственные ниспослания, то есть исторический контекст откровения, как ссылки на источники, как вставные истории, о которых еще пойдет речь. Все это интегрировано в текст толкования и, соответственно, вот разъясняется синтагма, и дальше к ней цепляется рассказ о том, при каких обстоятельствах и почему этот фрагмент был ниспослан, о чем там идет речь, что там вообще происходило, и кто это комментировал. Наиболее частотными упоминаемыми в тексте источниками является Тавсир Аль-Байдауи, который мы уже упоминали. Это большой такой объемный, достаточно в осторожной манере выдержанный тавсир, составленный в XIII веке. Это тавсир под названием Маджму Аль-Баян. Под этим названием фигурируют два тавсира, два толкования, либо наиболее ранний полный тавсир Корана, выполненный Ибн Джариром ат-Табари, либо достаточно поздний, но крупный по объему тавсир в 10 томах, выполненный жившим на территории Ирана богословцем ат-Табарси. И очень часто упоминается сочинение Шархуль Аурат, разъяснение религиозных обязанностей, написанный тем же ат-Табарси. Здесь еще требуется достаточно серьезная текстологическая работа, как в плане идентификации, о каком из Маджму Аль-Баян идет и Шархуль Аурат идет речь, так и по установлению, действительно ли Бахадир Шах Аль-Гайнави их корректно цитирует. Но, скорее всего, так и есть. То есть это, с одной стороны, обращение к Тавсиру Аль-Байдауи, оно такое достаточно объяснимое и не являющееся неожиданным для Урал-Поволжья 18-19 веков. Этот Тавсир очень много переписывался. С другой стороны, а, ссылки на Ат-Табарси могут быть действительно несколько удивительными, потому что в целом, с точки зрения своих теологических позиций, этот богослов был шиитом. Вот, что, однако, в принципе, не мешает принимать его текст в качестве достаточно значимой такой экзегетической работы. А, Структура толкования у Таджаддина достаточно похожа. Единственное, что
несколько больше у него вводная часть его работы, то есть она имеет два введения. Арабоязычное введение, которое излагает причины, обстоятельства и цель написания текста. Дальше следует объяснение коранической терминологии, термины ан-нузуль, ниспослание, аль-вахи, откровения, терминов аят и сура и так далее. Дальше начинается толкование, которое выполнено так же, как у Гайнави, по синтагмам. Обстоятельства ниспослания, ссылки на источники, вставные истории также интегрированы в текст толкования. Значимым отличием является то, что Тадж ад-Дин в основном не делает упор на использование тех или иных коранических фрагментов в каждодневной религиозной практике, то есть он просто иногда отмечает, что Бог за те или иные деяния дает награду. При этом у Таджа ад-Дина значительно больше объем вставных историй, то есть зачастую упоминание, рассказ о том, что имеется в виду под тем или иным небольшим упоминанием, вырастает в достаточно большой на несколько страниц сюжетный рассказ о том, что там происходило, как там происходило и как там вот все было. А, Там достаточно много собственных рассуждений Таджа-ад-Дина о том, как нужно поступать, как не нужно. Много достаточно демонстраций естественно-научных в понимании начала XIX века знаний Таджа-ад-Дина, его теологических и филологических знаний. То есть авторское начало представлено в толковании у Таджа-ад-Дина значительно больше. И иногда, читая это толкование, вот прямо видно, как его увлекает сюжет, как его увлекают картины Божьего могущества и их изложение. И вот мы видим, как коранический текст расцвечивается разными цветами, эстетизируется, украшается, и все это работает на создание целостного впечатления о том, что это действительно книга книг, в которой содержатся ответы на все вопросы. Что касается источников Таджа-ад-Дина, то он достаточно активно их называет в самом тексте, хотя далеко не всем ссылкам стоит доверять на самом деле. Вот. Но в целом система его авторитетов и система того, что он цитирует, изложено в начале текста в небольшом стихотворении Маснави, в котором он как раз-таки пишет о достоинствах науки коранического толкования и упоминает тех толкователей, которые, по его мнению, заслуживают наибольшего внимания. То есть он упоминает Тафсир аль-Байдауи, Анвар Танзиль. Собственно, сам Байдауи зачастую просто упоминается под своим титулом Кадий, то есть религиозный судья. Здесь есть игра слов, то есть, скажем, еще один крупный толкователь средних веков Фахр-ад-Дин ар-Рази, ну, собственно, его низба может быть прочитана как довольный. И вот мы видим, что вот мы видим вот эту игру слов, что не понимая, о ком идет речь, в принципе, можно прочитать, что судья пишет о том, что был доволен. Таджи-ад-Дин указывает на то, что тафсир важнейшая центральная религиозная наука. Он прям так и заявляет: «Раис дур дайри гулюмя ильме тафсир», то есть настоятель в храме наук, наука тафсир. Он упоминает, что толкователь должен быть очень и очень квалифицированным. «Акаллян унсигез гильма таукиф», остановиться примерно на 18 науках. Вот. И, собственно, дальше, а, после арабоязычных толкователей мы здесь видим упоминание Кади аль-Байдауи и Фахра
Рази. Мы здесь видим упоминание Хусайна Аль-Ваизи. Это историограф, суфийский мыслитель и богослов ранней тимуридской эпохи. Он жил в конце второй половины 15 века и составил крупный тафсир на персидском языке, который имел хождение в нашем регионе. Мадарик, тафсир познания, был составлен среднеазиатским мыслителем Ан-Сафи в XI-XII веках. Вот. И дальше мы наталкиваемся а, на достаточно загадочные, упоминания о тафсирах под названием «Красоты», тафсире Нафаис, о них я чуть позже скажу, и на какое-то совершенно нечитаемое, неэтимологизируемое сочетание «Наугарайс», о котором мы еще тоже сейчас поговорим. И дальше мы снова возвращаемся к Фахраддину Ар-Рази и к его упоминанию, и к его сочинению «Большой тафсир». И заканчивается все тем, что автор вновь благодарит Бога за то, что смог составить свое толкование. Собственно, а, Собственно, а, собственно, название слова «нафаис» красоты содержится в нескольких коранических толкованиях, все из которых имеют одну общую особенность. Это толкования, выполненные в хронологическом порядке, это «Касас аль-Анбия», то есть это рассказы о пророках. А, Толкование «Нафаис уль-Кур'ан», красоты Корана, это персоязычное толкование 15 века. Вот здесь как раз оно на картинке выполненное, опять же, по заказу тимуридов, и выполненное на основе арабского толкования под названием Арайс Уль-Маджалис, собранные невесты богослова Ас-Салаби, который писал уже на арабском языке. И, соответственно, вот это очень плохо этимологизируемое, плохо читаемое сочетание «наугарайс», оказывается, что это толкование «новые невесты». Это толкование 17 века, выполненное на арабском языке османским богословом Мухаммадом Аль-Вани, Мехмедом Эфенди Вани, которая называется «Араисуль Кур'ан ва Нафаисуль Фуркан ва Фарадисуль Джинан». Невесты Корана. Это отсылка к одному из хадисов пророка Мухаммада, в котором он говорит, что суры Корана подобны прекрасным невестам, которые вот-вот готовы принять своего жениха. Нафаисуль Фуркан – красоты развлечения. Фуркан – это второе название Корана. Фарадисуль Джинан и сады рая. Вот. Это толкование имело очень широкое хождение в Османской империи. Собственно, как показали мои собственные изыскания, Тадж-ад-Дин ибн Елчегул действительно достаточно обильно, достаточно часто и по многу цитирует эту работу. Вот. Но, собственно, в основном большую часть круга своих источников Тадж-ад-Дин упомянул в этом стихотворении, и причем, опять же, здесь мы тоже видим иерархию, что наверху находится Тафсир Аль-Байдауи, и, в общем-то, дальше в конце больше к низу, ближе, так сказать, к низу этой иерархии, ближе к самому Таджаддину, оказываются Касас Уль-Анбия.
Обратимся теперь непосредственно к двум этим толкованиям, чтобы увидеть, насколько вот это толковательские стратегии, насколько интерпретаторские стратегии в рамках одной территории, одной географии, одного языка, одного круга источников и одного масхаба были различными. Левая колонка — это у нас Бахадир-шах, правая колонка — это Тадж-ад-Дин. А, Дело в том, что не все элементы Корана абсолютно понятны сходу и, в принципе, поддаются истолкованию. Одним из таинственных элементов Корана являются буквенные зачины некоторых сур. То есть в начале некоторых коранических глав сур стоят одна или несколько арабские буквы, которые совершенно непонятно, что означают. Традиционное богословие указывает на то, что смысл этих знаков, по-арабски хуруф аль-мукатта, обрубленные буквы, известен только Богу, и размышлять об этом слишком много не стоит. Тем не менее, традиция создала много разных интерпретаций. И вот мы видим, как истолковывает это Бахадир-шах. Начало второй суры, знаки алиф лям мим. Алиф лям мим или нечто неясное, что знает только Аллах. Или так. Алиф — указание на Аллаха Всевышнего, лям — указание на Джибриля, мир ему, это ангел, через которого Коран, согласно преданию, был доведен до Мухаммада, мим — указание на Мухаммада. Никаких ссылок на источников, никаких обсуждений, никакой критики, только указание на то, что лучше придерживаться мысли, что это никак не интерпретируется, ну или вот такое вот очень скромное указание на то, что буквы могут быть символами. Тадж-1 толкует это несколько иначе и значительно шире. Соответственно, сначала он констатирует, что никто не знает, что изволил Аллах и что пожелал, говоря в Коране эти три буквы, но при этом отмечает, что богословы обнаружили, что если посмотреть на это с точки зрения грамматики, это у нас именительный падеж и определенное состояние, и дальше широкий простор интерпретаций, что алиф лям мим — это может быть еще одно из числа имен Бога, или что это один из титулов пророка Божьего, или в общем-то, что это такое название Корана. Но при этом согласия не было достигнуто, и на этом Тадж-1 останавливается. Вот, то есть здесь мы видим, что в одном случае у Бахадир-шаха рассуждения сведены к минимуму, а у Тадж-ад-Дина мы видим достаточно свободное такое пространное рассуждение, подводящее, ну, как бы имеющее такую кольцевую композицию. То есть все начинается с констатации, что никто не знает, а дальше идет объяснение, почему лучше согласиться с тем, что никто не знает, что имел Бог в виду. В Коране имеются также сложные для истолкования места, сложные в том плане, что по-арабски они называются муташабих, что в них действие Бога и сам Бог в определенных аспектах уподобляются сотворенному, что с точки зрения ортодоксального стандартного мусульманского богословия совершенно недопустимо. Бог не похож ни на что, что человек может представить. И на почве того, как понимать эти аяты, как понимать коранический муташаббих, богословы разделились на несколько лагерей. На одном полюсе находятся буквалисты, которые заявляют, что раз Бог, условно говоря, говорит в Коране, что про свою руку, значит рука и есть. Просто она на человеческую не похожа. На другом полюсе находятся те, кто заявляют, что все подобного рода пассажи должны быть переистолкованы в соответствии с их скрытым смыслом, то есть подвергнуты мистико-аллегорической интерпретации. Традиционное для наших мест мусульманское богословие
остановилась на том, что эти места, безусловно, признаются истинными, Бог это действительно сказал, но при этом они никак не истолковываются ни в пользу того, что мистика аллегорического истолкования, ни в пользу буквалистского. Этот принцип называется принцип Биля Кейфа, без вопроса «как». Он является общей чертой как вероучения школы Матуридия, распространенного здесь, так и вероучение школы Ашария, которая покрывает три суннитских масхаба, кроме ханафитского, ханафиты традиционно матуридиты. И вот мы видим, как Ташбих, как такое сложное место, конец третьего аята 60 суры, испытуемое, которое переводится «Аллах видит то, что вы делаете», истолковывается двумя этими богословами. Бахадир Шах членит этот комментарий, эту синтагму на 4 части по количеству слов. Валлаху, он, Аллах Всевышний, бима, и вот мы видим как раз здесь местоимение, которое разъясняется, интерпретируется. Это, то есть каждое ваше доброе или злое, та'лямун, в арабском это глагол, в тюрке это передано сочетанием «ваше дело басир», «видящий». И вот здесь как раз-таки, избегая вопроса, а как, собственно, Аллах видит, Бахадир Шах пишет, что каждое ваше дело он видит своим атрибутом по-арабски сифа зрения. То есть в данном случае, как раз следуя за матуридитской школой, за традиционной матуридитской школой богословия, Бахадир Шах относит вот это вот действие видения к проявлению атрибута зрения. И дальше следует нравственно-этическое истолкование и привязка к рассказываемой истории, к обстоятельствам ниспослания. Дело в том, что большая часть этой суры была ниспослана в связи с предательством мединского жителя по имени Хатиб и его за это впоследствии раскаяние. Вот. То есть дальше идет пояснение, что эти слова – ответ Аллаха Всевышнего на просьбу Хатиба о прощении за то, что тот переписывался с мекканскими многобожниками. У Таджаддина это достаточно редкий случай, комментарий более компактный, и, соответственно, здесь истолковываются все 4 слова сразу. Он, Аллах Всевышний, видит вашу веру с одобряемыми делами и ваше неверие с порицаемыми делами. И вот здесь он опять же, Таджаддин, демонстрируя приверженность принципу Биля Кайфа, говорит, что видит он своим не имеющим подобия зрением. Биля Кайфа Кузейля Кургушедер. То есть он видящий, ну, буквально можно сказать, что глазом без как. Но в данном случае скорее речь идет все-таки о зрении. Теперь, завершая уже потихонечку наш разговор, обратимся к тому, как в целом выглядит толкование к целой суре, разберем пояснение Гайнави и Таджаддина ибн Елчигула к самой короткой коранической суре, к суре Аль-Каусар 108. Она включает всего 3 аята. Гайнави начинает с того, Гайнави демонстрирует нам, что как раз общие сведения, и вот, в общем-то, вот он показывает нам, как ею можно пользоваться в своей религиозной практике. Что если человек прочитает эту суру, просто прочитает, то напоит его Аллах в сладкой водой этого родника. В другом толковании написано, что если прочитать ее в обязательной добровольной молитве, то человек займет место рядом с пророком в раю, под райским деревом туба. И вот, собственно, дальше идет у нас само толкование по словам.
Первый аят «Инна артейна каль каусар», вот, в общем-то, поделен у нас тут на две части. И сначала идет достаточно компактное разъяснение, что воистину даровали мы тебе Каусар, а дальше, в общем-то, идет рассуждение о том, что, ну, в принципе, слово Каусар – это как раз одно из достаточно таинственных мест Корана. Это топоним, имеющий отношение к райской топонимии, к структуре мусульманского рая Аль-Джанна. И вот, в общем-то, идут сначала иносказательные, аллегорические толкования, что это может быть. То есть много милостей, или Коран, или 5 молитв, или слова шахады. Или, наконец, идет разъяснение более яркого, такого более распространенного толкования, что Каусар – это река в раю. Ну, Бахадир Шах пишет сначала, что это река Елга, вот, но затем из описания становится понятно, что речка Каусар скорее даже похожа скорее на пруд, потому что у нее есть 4 угла. У каждого из этих углов будет сидеть один из 4 друзей пророка. 4 друзей по-персидски Чахар-Яр – это общее название 4 ближайших сподвижников пророка Мухаммада, первых праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али ибн Абу Талиба. Вот. И, соответственно, дальше следует такая рекомендация, что если почитать всех 4 друзей, считать их своим другом, то есть если вести себя подобно им, быть религиозно преданными и самоотверженными, то каждому будет дана вода из этого самого родника Каусар. А вот если быть так себе мусульманином, то никакой воды не получится. Вот. И дальше идет еще немного известий о райской топонимии, что река эта течет от лотоса крайнего предела. Есть такой образ Сидра аль-Мунтаха. А, Собственно, крайняя точка, которая вообще может быть достигнута сотворенными. И дальше упоминается особый статус пророка Мухаммада, который во время своего вознесения поднимался дальше, чем находится это самое Сидратуль Мунтаха. И вот, в общем-то, дальше толкование постепенно развивается. Второй аят тоже делится на две части. И, собственно, здесь разъясняются вполне понятные религиозные предписания, что необходимо молиться Богу, необходимо совершать жертвоприношения, а, потому что мусульмане получили больше благ, чем кто-либо еще, и, соответственно, поэтому должны и поклоняться больше. И дальше последний аят разъясняется посредством описания того, по какому поводу была ниспослана эта сура. То есть отмечается, что был такой мекканский язычник Ас ибн Ваиль, о нем достаточно много сказано в хадисах пророка Мухаммада. И, соответственно, Ас ибн Ваиль за то, что тот оскорблял пророка Мухаммада, а, а, собственно, будет наказан самыми жуткими наказаниями и самыми-самыми кошмарными вещами. А пророку в качестве утешения и в качестве обещания того, что за все лишения, за все оскорбления будет обещана райская награда, как раз была ниспослана вот эта сура. Вот. И, соответственно, дальше Бахадир Шах делает из этого общий такой вывод, что нужно быть рядом с друзьями Божьими и быть подальше от его врагов, таких как Ас ибн Ваиль. А Аллах знает лучше. У Таджаддина ибн Елчигула толкование этой суры несколько меньше. Оно уместилось, вот как вы видите, на картинке на одной страничке неполной.
И, собственно, Тадж-1 излагает вначале те же самые сведения о Каусаре, только несколько короче. То есть вот, в общем-то, он говорит, что Каусар – это не река, а озеро. Он тоже говорит, что вода слаще меда, белее, холоднее снега. Он упоминает изумруды, точно так же, как Гайнави. То есть здесь мы видим общий источник их толкования. Отмечается, что озеро это самое предназначено только мусульманам, вот, и при этом Таджаддин полемизирует с теми, кто иносказательно излагает эту суру, что Каусар это все-таки не Коран и не пятикратная обрядовая молитва, и даже не слова шахады. Причем ссылается на самого первого толкователя Корана, Абдуллу ибн Аббаса, который был современником пророка Мухаммада, но ссылки на ибн Аббаса позаимствованы им из более поздних толкователей, в данном случае из уже упоминавшегося нами толкования Мехмеда Эфенди Вани. Вот. И дальше идет, собственно, то же самое. Правда, Тадж-1 уточняет, что речь идет не о всякой здесь молитве, а о молитве в праздник жертвоприношения, и о том, что необходимо приносить в жертву разных животных. Вот. И дальше, в общем-то, упоминаются тот же самый Ас ибн Ваиль, упоминается еще толпа злопыхателей и недоброжелателей пророка Мухаммада, упоминается, что с ними со всеми произошло конкретно, всякие ужасы с ними происходили, вот, и делается из этого, наконец-то, общий вывод. А, который причем привязывается к современности, то есть пророк Мухаммад говорит, что нельзя враждовать не просто с друзьями Божьими, а с религиозными учеными, такими как он сам. И, собственно, этим толкование завершается. Вместе с толкованием Таджаддина завершается и словесный ряд моей сегодняшней лекции. С удовольствием отвечу на вопросы, если таковые воспоследуют. Спасибо за лекцию. Так, в чате у нас пока Спасибо большое. нет. Так сказать, я смотрю, половина тех, кто присутствовал, разбежались. Если можно, вопрос. Вот, Да, пожалуйста. Ага. Ну, так как была упомянута Астрахань, вот как раз из Астрахани мы с вами знакомы, очень Мгм. рад нашему знакомству, связям. Нет ли каких-то сведений о пребывании Таджидина Елчугула в Астрахани и об обучении, либо на Кубани, потому что и там наш народ проживает, есть ли какие-то связи? Или же все-таки пока это не вполне известно? Это один момент. Второй вопрос сразу, и я этим закончу ряд вопросов. Относительно булгарской идентичности вы упомянули. Вам прекрасно известно, что было Ваисовское движение. Позднее, и сейчас, в 70-80-е годы, была попытка это возродить. Как вообще это, так скажем, можно прокомментировать? Какой характер она имела? Если я понимаю, что вопрос на отдельную лекцию, и кратко. Спасибо большое. Спасибо огромное за лекцию. Было очень... Спасибо большое за вопросы. Что касается Астрахани и Кубани, то в своем историографическом сочинении «Тарих Намай Булгар» Тадж-1 приводит два эпизода, касающиеся этого времени. Относительно Астрахани он пишет, что когда они с отцом там оказались, уже на обратном пути, умер некий хаджи по имени Гафир Бирде. Вот, и после него отец Таджаддина, Елчигул или Яхшикули ибн Маматкул, 2 года был настоятелем Астраханской мечети. Вот, больше никаких уточнений нет. Я задал вопрос Марине Имашевой в свое время о том, какие мечети тогда в Астрахани существовали, есть ли там какие-то сведения, чтобы это все уточнить, но, в общем-то, она такой информацией не владела. Вот, то есть это что касается пребывания
их в Астрахани, ну, где-то вот на рубеже 1780-х и 90-х отец Таджаддина в Астрахани даже в мечети настоятельствовал. Но это было еще до образования Оренбургского Магометанского духовного собрания, поэтому у меня совсем никаких идей нет, с помощью каких письменных источников это можно уточнить. Что касается Кубани, то, опять же, в том же Тарих Намай Булгар он упоминает, что встретил на Кубани одного старика, который очень хорошо знал башкирскую родовую структуру, потому что когда тот сказал, что он булгарский штяк, вот, старик уточнил у него, из какого он племени, тот ответил, что из племени Айле, и старик уточнил, из какого из подразделений этого племени, и рассказал легенду о том, почему собственно, два подразделения этого клана называются одно 60 ушей, а другое песчаные. Вот. Причем, ну, надо сказать, что Кум-Айлинская волость, она вот действительно в источниках XVIII века фигурирует. То есть рассказ вполне историчен. Вот. Не вполне понятно, по пути туда или обратно был этот разговор, разговаривал ли сам Тадж-ад-Дин или его отец, но вот такие вот сюжеты там имеются. Вот. Что касается булгарской идентичности, то про это я говорил на прошлой лекции про историографию довольно много, но для Таджаддина это прежде всего булгар, это прежде всего религиозно-географическое понятие, то есть это обозначение общности тех урал-поволжских мусульман, которые разделяют общие маскобные представления, общую некую историографическую традицию и, в общем-то, сконцентрированы на вот этой вот компактной территории между Волгой и Уралом. И в толковании Булгар как раз вот именно в качестве области и фигурирует. Вот, то есть не в качестве там народа и не в качестве обозначения какой-то человеческой общины. Вот. Ну, перейду к вопросам из чата. В настоящее время, где хранятся оригинал толкований Корана обоих толкователей? Что касается непосредственно оригиналов, то есть автографов или переписанных незадолго после переписки, ну, сочинения этих текстов, то, как сказали бы сами эти толкователи, Аллаху алим, Бог знает. Вот. Что касается авторитетных рукописей, то оба толкования хранятся в Институте восточных рукописей Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Вот, и оба при этом представляют цензурные копии, то есть рукописи, которые представлялись в цензурный комитет на проверку на предмет, нет ли там чего нехорошего, вот, содержат как раз цензорские правки, и это рукописи, с которых производился набор печатного текста. Вот. Я встречал однажды в социальных сетях упоминание, что где-то на востоке современного Татарстана, что там вот где-то у кого-то был Тавсир Гайнави, но, собственно, проверить эти сведения или увидеть саму рукопись не удалось. Поэтому оба Тавсира в Петербурге. Так, еще вопросы, восклицания. Кстати, есть комментарий, вот отронили. Угу. Да, спасибо большое, постараюсь что-нибудь найти. Вот, иногда получается. А, Хорошо. Если вопросов нет, мы завершим сегодня. Александр, скажи, пожалуйста, какая у нас будет следующая лекция? Что такое? Анонсировать. А, Через 2 недели мы будем говорить о суфийской литературе, то есть о литературе исламского мистицизма, то есть о том, насколько она была многогранна, почему она не была похожа на привычные нам, скажем так, и широко разрекламированные сейчас образцы суфийской литературы Ближнего и Среднего Востока, и почему это все еще интересное, увлекательное и приятное чтение. Вот.
Готовлюсь к этой лекции с большим волнением, потому что суфийская литература – это то, чем в основном я занимаюсь, и надеюсь, что будет весело, интересно и увлекательно. Да, Искандер, Вот, спасибо тебе. спасибо, Да, спасибо. да, спасибо всем, кто пишет приятные вещи в А, чате. хорошо. Да-да-да. Тоже жду эту лекцию, собственно, с этой темы. Мы с тобой как бы и связали, да, и сделали вот целую программу по наследию башкирской литературы. Да, тоже с нетерпением жду. Тогда до следующей встречи. Спасибо еще раз за внимание. И спасибо, Искандер. До встречи и всего доброго.